В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Чиновники в Нерюнгринском районе отказали в помощи ветерану Великой Отечественной войны. Дедушке нужен слуховой аппарат. Новая угроза коронавируса. В Южной Корее закрыты 2000 школ и детских садов. Заболели сотни людей, 7 человек погибли. Коммунальный парадокс в Биркоките. Люди оплачивают за лифт, которого в их подъезде не было и не будет. Более 70% финансирования на строительство Ленского моста поступит из федерального бюджета. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев. Нацпроекты в Якутии. Исполнение 92%, что меняется в жизни якутян. Ансамбль «Вдохновение». Ленск продолжает завоевывать пальмы первенства в регионе. И начнем с новости, которая никак не укладывается в голове. В Чульмане отказали в помощи единственному ветерану Великой Отечественной войны. Полгода назад Валерий Спиридонов обратился в фонд соцстраха с просьбой о предоставлении слухового аппарата. Ему отказали из-за формальности. Для получения технического средства 93-летний ветеран должен был быть инвалидом. Победить местечковую бюрократию одинокому дедушке не удалось. Как сообщили нам в администрации, даже спустя полгода проблему решить невозможно, поскольку слуховых аппаратов в наличии попросту нет. К другим событиям. Количество получателей помощи на основе соцконтракта в республике по сравнению с 2018 годом возросло на 11% и составило 3500 семей. На такую выплату могут рассчитывать малоимущие семьи. Однако с прошлого года такую господдержку могут получить и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Потратить госпомощь можно на развитие и ведение хозяйства и предпринимательскую деятельность, а еще для покрытия расходов, связанных с выращиванием ягоды и овощей. Не только финансовая поддержка может быть оказана. В рамках программы социальной адаптации органы местного самоуправления зачастую предоставляют земельные участки, предоставляют какие-то помещения для развертывания, скажем, планируемого производства. Органы занятости активно участвуют, и они в рамках этой программы также могут обеспечить содействие по трудоустройству иных членов семьи. Также сельское хозяйство, представители управление сельского хозяйства, представители инфраструктуры по поддержке бизнеса принимают активное участие именно при формировании программ социальной адаптации. А со стороны уже непосредственно получателя такой помощи прописываются его обязательства по целевому использованию полученных средств и по ведению отчетности. Елена Волкова также отметила, что данный вид помощи положительно воспринимается населением и мотивирует к улучшению социального положения семьи. Средний размер соцконтракта составляет 180 тысяч рублей. На эти цели из республиканского бюджета в этом году выделено более 300 миллионов. Школьники в Якутске с 25 февраля вернутся к занятиям. Решение принято санитарно-противоэпидемической комиссией города. Количество болеющих пошло на спад, поэтому карантин не будут продлевать. Напомним, что карантин был объявлен в столице республики с 6 по 16 февраля. Затем его продлили до 23 февраля включительно. По всем возрастным категориям показатели ниже эпидпорога. Поэтому комиссионно принято решение снять ограничительные меры и восстановить образовательные и воспитательные процессы на территории городского округа города Якутск по окончании ограничительных мер с 24-го. Но в связи с тем, что 23-е попадается на выходной день и переносится на понедельник, учебные занятия будут возобновлены с 25 февраля. В России принимают дополнительные меры и усиливают контроль, чтобы не допустить в нашу страну смертельно опасный коронавирус, теперь уже из Южной Кореи. Там ситуация ухудшается. В списке жертв 7 человек, заразившихся около сотни. К рейсам из Кореи сейчас особое внимание. Среди встречающих не только пограничники и таможенники, много санитарных врачей. Они первыми поднимаются на борт. В Южной Корее закрыты 2000 школ и детских садов. На карантине уже целые поселки. Вирус по стране распространяется стремительно. За сутки число заболевших увеличилось на треть.
Порядка 2 десятков человек сегодня проживает в селе Первый Арачон Алданского района. В селе нет ни магазинов, ни школы, ни больницы. До райцентра 20 километров, до соседнего поселка 3. Вопрос о переселении араченцы подняли на прошедшем в районе отчете правительства. Как живется людям, узнала Татьяна Вахнина. В 20 километрах от Алдана на повороте к поселку Лебединый 3 жилых дома под номерами 1, 2 и 10. А много лет назад улица Дорожная в селе Первый Арачон была главной. Фирма в основном была, люди работали на фирме. Почта была, магазин был, школа была. Столовая была. Столовая, да, баня была, главное, клуб был. Первый Арачон образовался в 20-х годах прошлого века. Времена расцвета села дорожных строителей прошли. Сегодня в 2 бараках и в частном доме проживают порядка 1,5 десятков человек. В основном это пенсионеры. Самым юным жителям Арачона 7 и 9 лет. Школу дети посещают в соседнем поселке. В Лебединый, а также в райцентр часто ездят и взрослые. Бани нету, помыться нету, негде, телефона нету. Стационарный телефон был у меня. Все срезали, все нерентабельно. Сотовой связи никакой нету. Дома в Первом Арачоне полублагоустроенные. Александра Ягина ранее трудилась кочегаром. 5 лет назад осталась без работы. Сельская котельная была закрыта. Теперь вместо нее функционирует электрокотел. Да, котельная была закрыта, потому что она была аварийная, а задолженность жителей за услуги была достаточно высокой. И, в общем-то, ремонтировать данную котельную, собственно, оказалось, нет финансовых возможностей. Каждое утро у Татьяны Акимовой похоже на предыдущее. В первую очередь нужно почистить снег. Если оставить двор неметеным, завтра придется тяжело. Да и с крыши сбрасывать сугробы нужно регулярно. Надеяться женщине не на кого. Муж умер, она осталась одна. Нанимаю или сама залажу. Но мне уже 65 лет, я тоже боюсь. Думаю, залезу, упаду, вокруг никого, народу нету. Первый Арачон входит в состав муниципального образования поселок Ленинский. На сегодня это самый маленький населенный пункт в составе поселения. Проблем в Арачоне много, и не все решаются сразу. Мы делаем проезд к дому, то есть, чтобы, допустим, проехали туда скорая та же, или пожарная машина. Но чистить во дворах, конечно, возможности нет. В числе главных сложностей арачонцы называют состояние домов. Из 3 зданий 2 пескоблочные. Жилье строилось много лет назад, и процент его износа высок. 1 дом признан аварийным. Они войдут, скорее всего, в 3-й этап федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья. И следует этого ожидать где-то, я думаю, после 2026 года. Жители, за много лет свыкнувшиеся с трудностями и проблемами уклада, готовы ждать новоселья. Главное, говорят арачонцы, чтобы дождались их дома. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, Первый Арачон. А в Нерюнгринском районе на протяжении 25 лет жители дома по улице Башарина в поселке Беркаките оплачивают ежемесячно за пользование лифтом, которого в доме нет. В чем заключается бюрократическая проволочка, разбирался Сергей Козюра. Действительно, ситуация неоднозначная. Дому по улице Башарина 8 жильцы дали название «Паровоз», потому что один подъезд дома относится к 9-этажному строению, а остальные 3 – к 5-этажному. Из-за своей конструкции жители дома столкнулись с ситуацией, при которой оплачивают услугу, которую по факту не получают. Я как житель поселка возмущенный, не только я один. Почему же так получается, что не предоставляется услуга, а за нее нам приходится платить? Проблему можно решить несколькими способами. Можно присвоить этим 3 домам какой-то индекс или дроп 1 или букву А. А можно просто-напросто, согласно закону, насколько я знаю, наверное, такой существует, если только не предоставляется, то ее платить не надо. В чем заключается сложность подъездам от 5-этажной части дома присвоить дополнительный индекс и рассматривать их как отдельное здание, нам рассказал заместитель главы поселка. Так как фундамент тут находится единый для всей конструкции, и инженерные сети также находятся единые для всей конструкции. Для того, чтобы сейчас произвести это разделение, это большой фронт работы нужно произвести. Это новое проектирование, новое решение. Также еще и сложность может возникнуть из-за того, что, опять же, отдельные земельные участки будут выводиться под каждый дом. Наше предложение как от жителей, как от администрации,
Предлагаем, чтобы фонд капитального ремонта просто пересмотрел о том, чтобы не начислять плату за использование лифтов в 3 подъезда, которые пятиэтажной пристройки, а начислять плату только для жильцов, которые проживают именно в 9-этажной пристройке. Будем надеяться, что этот паровоз все-таки сдвинется с мертвой точки, а мы будем следить за развитием событий. Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сегодня в Новгородской области на берегу озера Ильмень проходят памятные мероприятия, посвященные освобождению Великого Новгорода от фашистов. В этих боях погибло много и наших земляков. Традиционно в феврале якутская делегация посещает эти места сражений. Я приехала из Якутии, чтобы почтить память своего дяди Аргунова Петра Павловича. Мы давно знаем, что он захоронен в братской могиле в деревне Взват. И там захоронен наш земляк из горного района Павлов Сава Григорьевич. И мой отец Аргунов Дмитрий Павлович тоже воевал близ города Старая Русса, это Новгородской области. Так что я должна почтить память и дать дань. За моей спиной вы видите красивый памятник. Это Ураса на льдине, а внутри выбиты имена 250 якутян, которые погибли здесь. Их погибло здесь намного больше, но мы, к сожалению, знаем имена только 250. И этот памятник появился здесь в 2000 году, благодаря Егору Немохову. Он был представителем Якутии в Петербурге, а также он знаменитый якутский писатель, он автор произведения «Журавли над Ильменем». И здесь решили увековечить в этом году память и ему. Откроется его мемориальная табличка, и на эти мероприятия приехали его земляки из Медино-Алданского наследия. Мы сегодня приехали в Новгородскую область почтить память воинам, якутянам, также 70-летию Егора Петровича Немохова, по чьей инициативе был поставлен мемориал в Ильмень-озере. Нас в составе 13 человек. Мы привезли школьников и пенсионеров, которые мы впервые приехали, волнуемся, и мы гордимся, что к 75-летию победы Великой войны мы принимаем свое участие. Вообще, в 20-х числах февраля здесь традиционно проводятся лыжные гонки. Но в этом году погода подвела. Вы видите солнце, снега нет, льда на озере тоже нет, но организаторы выкрутились. Они провели соревнования по стрельбе. Тоже символично, здесь погибли, потому что якутские стрелки. Результаты соревнований будут подведены чуть позже, ну а пока люди отдыхают, работает полевая кухня. Алексей? Спасибо, Максим. Напомню, что на прямой связи из Великого Новгорода, где проходят памятные мероприятия на берегу озера Ильмень, был наш корреспондент Максим Кардозо. Ну, сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Более 70% финансирования на строительство Ленского моста поступит из федерального бюджета. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев. Нацпроекты в Якутии. Исполнение 92%, что меняется в жизни якутян. Ансамбль «Вдохновение» Ленск продолжает завоевывать пальмы первенства в регионе. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Более 70% финансирования на строительство Ленского моста поступит из федерального бюджета. Об этом рассказал Айсен Николаев в интервью коллегам телеканала НВК «Саха». Как сообщил глава региона, только около 10% из республиканского бюджета пойдут на строительство объекта. Оставшаяся часть – это частные инвестиции. Глава Якутии подчеркнул, что в прошлом году проект строительства моста поддержал президент страны Владимир Путин, поэтому объект будет возведен в обязательном порядке. Айсен Николаев отметил, что проект очень сложный, учитывая климатические условия региона с перепадами температур в 100 градусов. Отчеты правительства в Якутии перед населением продолжаются в районах республики. Все встречи проходят по графику и в штатном режиме. Делегации уже посетили более 250 населенных пунктов с охватом почти 18 тысяч человек. На личный прием граждан прошли около 900 человек, а накануне работа завершилась в Верхневилюйском районе. Делегация ознакомилась с основной инфраструктурой района, уделив особое внимание системе образования. В последний день участие принял председатель правительства региона Владимир Солодов. Он официально заявил о начале проектирования моста через реку Вилюй, заявив, что выделенные средства на берегу укрепительной работы – принципиальное решение правительства.
заявка в эти дни рассматривается в Минприроды России, но принципиальное одобрение уже получено, и средства в объеме 700 миллионов рублей в ближайшие годы поступят. С 2021 года начнется строительство берегоукрепительных сооружений в районе Верхневилюйска. Целый ряд решений по развитию системы здравоохранения мы приняли. В частности, в этом году будет закуплен компьютерный томограф в больницу районную в Верхневилюйске. Он позволит сделать еще один шаг к качественному обслуживанию граждан. Большая работа проводится по обеспечению жильем специалистов бюджетной сферы, учителей, врачей. И мы тоже будем совместно с районом продолжать ее решать. В частности, недостроенный дом, который сейчас находится в Верхневилюйске, мы в ближайшее время передадим законченной юридической процедуры с тем, чтобы он мог быть закончен и использоваться как маневренный фонд или как служебное жилье. Всемирный день экскурсовода празднуют российские работники туристической отрасли. Самый передовой музей Республики Россия «Моя история» начал свою деятельность 3 года назад. Сейчас на площадке исторического парка проводятся не только культурно-массовые мероприятия, экскурсии, научно-практические конференции, но и школа-гида для детей и взрослых. Об особенностях профессии экскурсовода в материале Саргаланы Неустроевой. Свой коллектив музей «Россия. Моя история» сформировал еще в начале своего пути. Все специалисты молодые и идейные люди. Вопреки расхожему мнению, большее время они проводят за рабочим столом, а не в выставочных залах. Разрабатывают концепцию экскурсий и собственную методику. Специфика очень большая, так как таких натуральных экспонатов нету, настоящих артефактов. У нас все мультимедийное, в цифровом виде. Ну и основной упор, если идет экскурсия, как раз на экскурсовода. Экскурсовод должен раскрыть всю тематику. Если тематическая, то рассказать подробно какую-то определенную тему. Ну и профессионализм экскурсовода тут требуется очень сильно, потому что от него все зависит именно усвоение материала. Для меня самый любимый зал — это военное время. Это начиная от 1917 по 1945 год. Ну, гуще событий, революция, Первая мировая война, Вторая мировая война, Великая Отечественная. Ну, там есть что рассказать. С развитием туристической сферы в республике востребованность подготовки новых кадров становится очевидным фактом. Так, на базе исторического интерактивного парка 2 года назад свою деятельность начала школа-гида для детей и взрослых. Мы решили, что, наверное, нужно включить это не только тех детей, которые с нами ходят, да, но и тех детей, которые могут рассказать про свой дом, улицу, какой-то мурал интересный. И поэтому мы на базе музея с помощью местных экскурсоводов и историков решили запустить школу гида, где любой желающий, не только ребенок, может прийти, проконсультироваться с историками-архивистами, записать с помощью студии «31 кадр» сюжет и положить его на YouTube, тем самым создав видеоэнциклопедию о городе Якутске в разных форматах. Профессия экскурсовода специфична, требует нестандартного мышления, артистичности и внимательности. Многие из нынешних специалистов свой путь начинали еще в детстве. 12-летняя Сабина признается, способность донести для людей информацию, которую они не знают, она раскрыла в школе гида. Камеры, внимание публики девочка совсем не стесняется. Для нее это любимая часть работы. Мне нравится, что я могу своими словами передавать мысль, которая многим непонятна. На самом деле, мне здесь очень много всего нравится. Мне нравится здесь работать в таком коллективе сплоченном, где каждый друг друга поддерживает. Мне нравится рассказывать людям то, что я сама могу только узнать. И нравится многое познавать. Теперь, когда зима становится брендом Якутии, а сама республика центром экстремального туризма, профессия гида и экскурсовода станет одной из самых востребованных. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Но суровая зима всегда настоящее испытание не только для бездомных животных, но и для птиц, которым довольно трудно добывать себе пропитание. Поэтому в рамках акции «Добрый февраль» неравнодушных граждан телеканал «Якутия-24» призывает смастерить кормушки, повесить их, к примеру, за окно и подкармливать пернатых. Повесив кормушку за окно, горожане не только гарантированно будут заряжаться хорошим настроением от щебета по утрам, но и спасут несколько пернатых жизней. Кормушка в парке сработает еще лучше, ведь там концентрация птиц намного выше.
Ну и пример по кормушкам есть с кого брать. Сотрудники национального парка Ленские столбы и хангаласские экологи провели объезд ряда учреждений организации Покровска, на территории или вблизи которых есть лесные насаждения. В ходе объезда организаторами вручаются кормушки, изготовленные школьниками, а также проводится инструктаж по их правильной установке и дальнейшему наполнению кормом. На этой неделе свои кормушки для птиц получили сотрудники РЭС, лесхоза, налоговой инспекции, ДЮСШ, Дома учителя, спортивного комплекса и другие организации. Конечно, в условиях нашей холодной зимы, особенно во вторую половину, когда уже некоторые ягоды уже съедены и остались под снегом. Птицам сложнее уже добираться к пище. Мы рекомендуем простыми продуктами, которые можно купить в магазине. Да? Это семечки, несоленое сало и крупы. Ленск продолжает завоевывать пальмы первенства. Единственный в Ленске ансамбль народного танца «Народный коллектив Вдохновение» вернулся из Якутска с блестящими победами. Подробности у Анны Кожевниковой. Коллектив народного танца «Вдохновение» из Ленска вернулся с 2 республиканских конкурсов. «Полярная звезда», где в своей номинации стал лауреатом первой степени и завоевал гран-при по итогам всего фестиваля. Второй конкурс, в котором ленские танцоры сразили всех своим мастерством – таланты земли Аланхо. Там мы взяли лауреатов первой степени в номинации 11-13 лет и гран-при номинации старшей группы. Сам же главный руководитель по итогам республиканского конкурса «Полярная звезда» был признан лучшим педагогом 2020 года. И эта награда заслуженно, считают родители. Не случайно за последние 2 года численность коллектива выросла в 2 раза – с 50 до 100 человек. Это говорит о том, что наши руководители профессионалы в своем деле. У них очень хороший подход, у них мотивация. У нас нет уже даже 3-х мест. И это, конечно, очень радует нас, как родителей. Мы гордимся нашим коллективом. Именно с таким настроем выходят на танцевальные площадки юные участники ансамбля. Многие занимаются уже по 8 лет. Мы ездили по разным городам, завоевывали все призовые места. Да, очень много на самом деле фестивалей, конкурсов, что в Ленском районе, что за пределами Ленского района. Каждый номер у народного коллектива «Вдохновение» – это хореографический мини-спектакль. Не случайно они завоевывают сердца зрителей и жюри даже на международных фестивалях, куда в скором времени планируют отправиться снова. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Мы следим за развитием событий. Не переключайтесь.